17-летней Валерии Ермоленко из Кослана нужна помощь благотворителю. У девочки саркома Юинга. Страшный диагноз врачи поставили год назад. И за это время юная ударчанка перенесла несколько курсов химиотерапии, эндопротезирования руки. Сегодня, по словам медиков, удалось добиться ремиссии. Но Валерии необходимо регулярное обследование в федеральном центре имени Блохина, чтобы держать болезнь под контролем. Недавно девочке снова пришел вызов из клиники, но у семьи Ермоленко средств на поездку, проживание и платное обследование просто нет. В Свято-Вознесенский храм Кослана Лера возвращается снова и снова, чтобы поставить свечку за здоровье, свое собственное. Ровно год назад ее жизнь полностью перевернул страшный диагноз – саркома Юинга. Из-за болезни девочке пришлось оставить учебу и все то, чем она когда-то так любила заниматься. Если бы не эта болезнь, я бы уже училась, наверное. Также бы продолжала волонтерскую деятельность, рисовала бы, танцевала. Все то, чем я занималась до болезни. Мама Леры, Вера Анатольевна, минувший год не может вспоминать без слез. Даже сейчас, когда самое страшное вроде бы позади. О тяжелой болезни дочери сегодня напоминает разве что послеоперационный шрам. В Московском федеральном центре имени Блохина после удаления опухоли Лере провели эндопротезирование руки. Операции и многочисленные курсы химиотерапии смогли остановить недуг. Саркома Юинга – это очень тяжелое, очень серьезное онкологическое заболевание, которое поражает, так скажем, практически весь организм с начала заболевания. Но современные достижения химиотерапии и вот таких серьезных реконструктивных операций, как видите, удается достигать то, что называется ремиссией, ну и в перспективе даже, возможно, полное выздоровление. Впрочем, не успела Валерия отвыкнуть от больничной палаты, как ее снова вызывают в Москву на дообследование. За саркомой Юинга нужен жесткий контроль, иначе никак. Но у семьи Ермоленко нет средств ни на поездку, ни на проживание, ни на платные медицинские услуги. Сами не можем собрать, потому что материальное положение не очень хорошее. Работаю уборщицей в отделе судебных приставов. Зарплата, сами понимаете, уборщица очень маленькая. Мама готова на все, чтобы глаза ее дочери горели так, как сейчас. Лера снова строит планы на будущее, собирается поступать в колледж, выучиться на педагога по рисованию и жить долго и счастливо, уже без страшного недуга. Любовь Лапина, Елена Кононова, Иван Селиванов, телеканал Юрган, Одерский район.